Как вы считаете, Путин решится на мобилизацию? Я думаю, что, Юрий, это очередной сброс кремлевских пропагандистов с тем, чтобы отвлечь наше внимание от того, что происходит сегодня в самой России и по линии фронта. То есть вот в сентябре мы проведем мобилизацию, вот мы вам покажем, украинцы и все, кто за Украину стоят. Никакой мобилизации новой не будет. Мобилизация идет еще с первого дня войны. Вот как только Путин объявил о частичной мобилизации, считай, это и есть всеобщая мобилизация. На большее он не пойдет ни при каких обстоятельствах. И этот ресурс у него сегодня практически закончился и заканчивается. И военные об этом ему докладывают о нехватке уже пушечного мяса по линии фронта. И нехватка необходимых ресурсов для обороны линии фронта. Но несмотря на это, в связи с новой тактикой украинцев и ВСУ, они вынуждены перебрасывать какие-то силы противовоздушной обороны с линии фронта уже поближе к Кремлю, поближе к центральным каким-то объектам, находящимся в глубине России. И в этой ситуации, естественно, они должны что-то сказать и что-то говорить. И меня удивляет другое, что мы реагируем на какие-то заявления России о каких-то выборах, о каких-то возможных вариантах там, сохранения лица, имиджа. Существующий сегодняшний режим, ему глубоко наплевать на имидж и на то, как кто будет голосовать. Вот у них есть планка определенная сегодняшним преступным режимом, сколько человек должны пройти в Думу, с какие партии должны пройти в Думу, и какой должен быть баланс. Вот этот баланс, независимо от того, какой имидж у сегодняшней власти, этот баланс будет сохранен во всех властных структурах. Россия – это не то государство, по которому можно судить как классическое государство, у которых есть какие-то программы и есть какие-то инициативы политические, другие, конкурентоспособность. Это все от прошлого. Это все осталось в прошлом. Оно там и не начиналось, но об этом долго говорили определенный период, что Россия становится юридико-правовым государством. А оно так и не состоялось, потому что с первых дней прихода так называемых реформаторов, демократов в России, они начали войну и военные действия по всему постсоветскому пространству. И это был показатель того, что Россия не будет демократическим государством. У России планы сохраниться как империя только под другим брендом. Об этом предупреждал Зviad Gamsakhundi, который столкнулся с этим. Об этом предупреждал Джохар Дудаев. Об этом предупреждали другие лидеры, которые оказались под ударом новых так называемых российских демократов, имперцев, которые решили преобразить эту территорию под названием Российская империя. Они ее переоформили в Советскую империю, и необходимо было теперь эту бывшую Советскую империю переоформить на псевдодемократическую Российскую империю. Это им не удалось именно из-за войны, в первую очередь, на Кавказе. В последующем этот миф уже разбился раз и навсегда, безоговорочно, это в Украине. То, что сегодня происходит в Украине, это не война между Россией и Украиной. Это война между будущим свободных стран и тоталитарных режимов. Ахмед Халидович, а как вы считаете, к чему в принципе может привести то, что сейчас происходит в России? На фронте, с экономикой, с топливным кризисом так называемым и так далее? Юрий, я должен ответить на этот вопрос так. Нельзя расслабляться. У России для того, чтобы вести ту войну, которую она ведет, у России есть этот ресурс еще. И нельзя расслабляться под этой победной эйфорией. Да, конечно, ситуация изменилась, картинка поменялась. Сегодня горят российские города, не только украинские, но и российские города. Но нужно понимать, что в какой-то части именно этот момент тоже будет способствовать для мобилизации преступного режима Путина и его окружения, которые хотят продолжить войну и уйти от ответственности. То есть война до победного конца.
победы не будет, значит будет конец. И им нужно продлить, чтобы этот конец наступил как можно позже. И вот они будут это делать. А как будет складываться ситуация? Да, вот при том, что начала сегодня Украина, и при том заявлении, которое сделал президент Украины Зеленский, заявив о необходимости принуждения к миру, вот если коалиция, украинская коалиция, те страны, которые стоят за Украиной, включая Соединенные Штаты Америки, если они выдержат вот этот напор, который у них сегодня есть, хотя бы вот эту видимую форму всеобщей заинтересованности в окончании войны и призвать Россию к ответу, вот оно может ускорить этот процесс. Но это будет не завтра, не послезавтра. Поэтому экономические трудности, связанные с каким-то мобилизационным ресурсом, нельзя рассчитывать на то, что из-за этих каких-то неудобств, которые сегодня испытывает Кремль, что они пойдут на попятную. Дело абсолютно в простом. Это не вопрос мира и войны. У Кремля стоит вопрос жизни и смерти. И они это четко понимают. И мы должны понимать, те, кто противостоят им, что мы имеем дело со смертниками. Со смертниками, которые обречены или победить, или погибнуть. Вот в этой ситуации находится сегодня Россия и его окружение. Вот стоит ли, это я говорю не для устрашения. Есть варианты, что вот в этой агонии, предсмертной агонии, они пойдут на применение ядерного оружия. Я этот вариант исключаю, потому что если бы этот вопрос решался бы простым нажатием кнопки, и эта кнопка находилась бы в руках у этого смертника, который обречен, да, тогда это возможно было. Нужно понимать, что там целая система и структура, прежде чем они исполнят приказ, если даже этот обреченный на смерть отдаст такой приказ о применении ядерного оружия. И международная система. Нужно понимать, что все эти годы, когда были подписаны соответствующие документы между Соединенными Штатами Америки и Россией, все точки, везде, где находятся ядерные арсеналы российские, они находятся под контролем, под всеобщим контролем международного сообщества. И поэтому это не так просто будет сделать, как об этом говорили в начале, особенно в 2022 году, когда начинали шантажировать Украину. Поэтому я говорю, да, у них есть ресурс, у них есть, они обречены продолжать эту войну, но это не означает, что мы должны пойти на какие-то уступки этим преступникам. Потому что вот на это расчет у них есть однозначно, что есть категория людей, которые обречены на смерть, и есть люди, у которых есть перспектива нормально жить, существовать и процветать. Вот выбор между ними. И вот теперь Путин и его окружение будет ставить вот этот момент. Вы хотите жить и процветать, но вы при этом должны признать право за нами, совершать преступления, делать все, что мы делаем, и при этом мы будем не наказаны. Вот перед какой дилеммой сегодня стоит мир. Известное британское издание The Guardian сообщает о том, что российские так называемые ястребы требуют от Путина в принципе отказаться от переговоров и резко усилить качество войны. Что они требуют? Объявить мобилизацию, мы с вами уже это обсудили, уничтожить правительственный квартал Киева, ликвидировать Зеленского и даже рассмотреть возможность применения тактического ядерного оружия. Как вы эти сценарии рассматриваете? Я их никак не рассматриваю, абсолютно, потому что на Западе у них свое понимание всего, что происходит. Они исходят из того, что есть вот классическое понимание, стратегия, там, военная стратегия, государство, что какое государство должно делать. И исходя из своего представления и видения, они и выстраивают такой прогноз. Говорит о всеобщей мобилизации, это значит не знать реальную ситуацию. Говорит о том, чтобы усилить военные действия, это значит не знать или не признавать реальную ситуацию по линии фронта. Россия ни на одну минуту не сбавляла попытки продвинуться вперед и штурмовать и завоевывать новые территории. Они делают все, что они могут делать. Но дело в том, что на Западе до сих пор Россию рисуют какой-то сверхсупердержавой, которой она не является на самом деле. А может быть и другое. Я знаю, Guardian и другие средства массовой информации или агентства, они
отчасти живут еще в прошлом. Я имею в виду бытность Советского Союза, когда эта страна, вернее СССР, они действительно имели реальные большие возможности. Они могли совершать какие-то поступки и действия. У сегодняшней России этих возможностей нет. Но да, одно, это сегодняшняя Россия может пакостить и гадить. Вот что они и делают на самом деле. И поэтому я исключаю вот весь сценарий, который сегодня прогнозирует Guardian или выставляет это как версию тех процессов, которые происходят в Кремле или вокруг Кремля. Дело в том, что ядерное оружие, как мы говорили, это, во-первых, решение не одного человека и даже не одной группы военных преступников, которые сегодня понимают, за что они воюют. И есть другая страна, есть союзники, которые при помощи которых они продолжают эту войну. Это Китай. Это страна, которая на самом деле сегодня заинтересована в продолжении войны. Чем дольше длится война, тем слабее Россия. Тем слабее Россия, тем больше возможностей у Китая захватывать и взять контроль над территориями, которые они считают исконно китайскими. И поэтому, не согласовав этот вопрос с Китаем, Россия даже не может говорить так гипотетически даже рассуждать на то, что они могут применить ядерное оружие, тактическое или стратегическое, это не важно. Ахмед Халидович, издание Axios сообщает о том, что якобы Трамп на саммите G7 допустил возможность пересмотра так называемых анкориджских договоренностей по Украине. То есть, по данным двух источников, которые присутствовали на этом саммите, президент США говорил о необходимости давления на Российскую Федерацию, однако европейские лидеры в этом сомневаются. Ну, мы наблюдаем за тем, что происходит. Вот, например, когда Макрон выходит и говорит, что США уже не посредник, они стали на сторону Украины, и Трамп в частности. Но другие европейские лидеры, они более скептичны в этом смысле. Я должен сказать, что я тоже, ну, как журналист, да, как обозреватель. То есть, но что думаете вы по этому поводу? Действительно ли что-то изменилось после G7? Потому что Рубио сказал четко, не было никаких договоренностей на Аляске. Были предложения, но это не дух Анкориджа. О чем вы там говорите, русские? Что вы думаете? Вот вы сами ответили, Юрий. Конечно, я понимаю и журналистов, и политиков европейских, когда они не особо серьезно воспринимают то или другое заявление Трампа. Это его метод работы, это его методика, это его понимание делать сюрпризы и вести политику в международных делах. Но администрация Трампа, в частности Госдепартамент, который продолжает отстаивать интересы Соединенных Штатов Америки традиционно, независимо, кто находится во главе государства. Вот Рубио и ответил, что никаких договоренностей не было, что Америка сегодня, да, она перестает быть таким заинтересованным посредником, который выдерживал нейтралитет. Сегодня они становятся стороной конфликта. И это четкий месседж Рубио и послал. Я верю ему, я верю тому, что он сказал, и я верю, что никаких договоренностей, соглашений не было. Если бы они были бы, сегодня они бы это выложили бы в публичную сферу. Они говорят, вот мы говорили, мы обсуждали, и никто не возражал. Не возражали до того момента, пока они не поняли, что Россия не готова останавливать военные действия. И вот поэтому именно даже несмотря на тот теплый прием, который Трамп оказал Путину, Путин улетел с Соединенных Штатов Америки без обеда. Это показатель того, что никаких договоренностей не было. И не за что было пить бокал шампанского за достигнутую или согласованную позицию в этих очень важных для Трампа вопросах. Поэтому, да, российская пропаганда и сам Кремль попытались использовать вот эту картинку на красной дорожке с рукопожатием Трампа как договоренности с Соединенными Штатами Америки делать все, что они делали в Украине, и продолжать делать все, что они делали. Так называемый принцип отказ от остановления боевых действий, прекращения огня, и говорит о стратегическом мире между Украиной и
долгосрочном стратегическом мире между Украиной и Россией, это совершенно разные вещи. И об этом всем надо договариваться, пока ты не стреляешь. Стреляя из пушек и при бомбежке территории и противника, и жертвы, и агрессора, не может быть достигнуты какие-либо долгосрочные мирные инициативы, не могут возникнуть долгосрочные мирные инициативы, пока продолжается война. И поэтому, да, Путин попытался сделать так, реализовать то, что он заявил, это захват Луганской, Донецкой области, полностью всю территорию, и в последующем, чтобы Соединенные Штаты Америки, как Дональд Трамп изначально заявил, что они признают за Россией суверенитет и право на Крым и на другие оккупированные территории. Вот это упустили, это было упущение российской стороны. Но мы с вами говорили о том, что Россия не может пойти на эти соглашения, потому что остановление войны – это конец существующей системы власти в России. То есть те миллионная или 1,5 миллионная мобилизованная сила, которая находится на передовой и в состоянии войны с Украиной, эти силы, когда им скажут прекратить, эти силы развернутся против Кремля и против тех, из-за кого начиналась вся эта война. И поэтому я не думаю, что Путин и его окружение пойдут на какое-то перемирие, несмотря ни на что. И поэтому сегодня американцы и Соединенные Штаты, я думаю, это окончательно поняли. И мы с вами говорили о этом, что Соединенные Штаты Америки не могут занять сторону агрессора. Да, они будут использовать какие-то тактические ходы с тем, чтобы вынудить Украину пойти на какие-то соглашения. Но раз Украина выстояла, и не только политически, но еще и в военном отношении она выстояла с помощью Европы, естественно, американцы займут сторону тех, кто ведет праведную войну. И они это сделали. Ахмед Халидович, а что они еще будут делать? То есть, если Штаты поняли все, вопрос, что в практической плоскости теперь будут предпринимать Соединенные Штаты? Соединенные Штаты Америки, помимо того, что они делают, они не будут ничего предпринимать. Но они не будут мешать делать то, что делает сегодня Украина с Россией и в этой войне. Да, вы помните, до определенного времени у Украины были руки связаны. И европейские страны, и Соединенные Штаты Америки не давали возможности наносить удары по России, по центральной России. Они определяли, по каким параметрам могут быть нанесены удары, а по каким нет. Были ограничения, которые во всем сковывали украинскую сторону. Вот это сегодня уже отменено. И поэтому Украина может действовать свободно и на свое усмотрение, исходя из своих интересов и исходя из стратегической линии, которые выработали военные украинские, по каким больным точкам наносить удары. Вот это будет работать, и это будет сказываться на общую ситуацию. Если бы и Европа, и Соединенные Штаты Америки с самого начала не препятствовали бы Украине и дали бы возможность сделать то, что они делают сейчас, война, может, закончилась бы еще 2 года назад. И поэтому сегодняшняя ситуация на фронте и потому, как ведет себя и военное руководство, и политическое руководство Украины, говорит о том, что Соединенные Штаты Америки всецело поддерживают все действия, которые сегодня наметили для себя военное руководство и политическое руководство. И я думаю, что именно это показатель, подтверждение тому, что я сказал, является заявление президента Зеленского, о котором он заявил, что 40 дней Путину. Не Путин ставит условия, а сегодня Украина выдвигает свои требования. 40 дней, через 40 дней, если не сядете за стол переговоров, это должно быть подготовлено так, что то, что мы видим в течение этих 40 дней, нам должны показаться праздником, то есть Путину должны показаться какими-то детскими шалостями. После 40 дней, значит, Украина готовится к более мощному удару по России. Вот это показатель, и это позиция сегодня и Европы, и Соединенных Штатов Америки. Ахмед Халидович, а может ли Путин в таком случае пойти ва-банк
и атаковать страны НАТО, потому что в Госдуме уже в открытую угрожают Финляндии, например. Там заявили о том, что они перебрасывают войска, границы. Уже прямо говорят о том, что, значит, если со стороны Хельсинки будут продолжаться некие провокации, хотя я не знаю, о каких провокациях идет речь, может, там говорили о неком размещении ядерного оружия на территории Финляндии, но между тем, русские угрожают, говорят о том, что мы можем, значит, захватить часть территории страны. Страны Балтии я вообще молчу, мы это с вами тоже уже обсуждали. Путин решится на такой шаг или нет? Я бы, конечно, если бы была бы моя воля, я бы согласился с тем, чтобы Путин на это пошел. Потому что это будет не завоеванные новые территории для НАТО, для Хельсинки, для Финляндии. Это у Финляндии появляется реальная возможность отвоевать ранее России оккупированные территории Финляндии, вернуть их к себе. После перед Второй мировой войны, советско-финская война, после чего были захвачены огромные территории Финляндии Советским Союзом, эти территории еще остаются, на самом деле, они являются оккупированными. И вот если Россия пойдет на какие-то агрессивные действия сегодня в этом направлении, это позволяет Финляндии и силам НАТО вернуть все эти территории. Это было бы торжество справедливости. Поэтому я не думаю, что на сегодняшний день Путину позволят сделать этот шаг. Мы говорим, что Путин не один. Есть система, которая вырастила этого Путина. И эта система просчитывает все эти варианты. Да? Шантаж возможен, да? Вот эти игры с подтягиванием сил к границам Финляндии, к балтийским странам. Да, это все как бы нас должно настораживать. И это должно нас сделать более сговорчивыми в вопросах Украины, мира между Россией и Украиной. Но не более того. А я не думаю, что реально Россия и система, которая сегодня управляет или во главе которой стоит Путин, вот эта система пойдет на расширение линии фронта, напрямую увязываясь в войну с НАТО и с другими странами. Я так не думаю. Архимед Халидович, о чем Лукашенко мог беседовать с Путиным 2 дня на Валдае? О том, что он не хочет воевать с Украиной. Я думаю, только это. Потому что союзное государство и какие-то обязательства, которые Белоруссия или Лукашенко, в частности, лично Лукашенко брал на себя в течение последних 25 лет, когда он вытягивал деньги и ресурсы, необходимые для развития Белоруссии с Россией, это теперь момент, когда он должен расплачиваться за все, что было сделано для Беларуси. И он все, что мог, он уже сделал. Он предоставил страну и Белоруссию как плацдарм для нападения. Но напрямую лично ввязываться в войну с Украиной Белоруссия никак не может, потому что сами белорусы никогда не захотят воевать, и они не будут воевать с Украиной. Но Украина в случае опасности со стороны Беларуси должны будут наносить удары по Белоруссии. Там сосредоточены сегодня воинские части России. Там сосредоточены силы, которые используются Россией против Украины. И это является легитимными целями. И, конечно же, вот при том, что, да, я допускаю, что Лукашенко имел какие-то контакты, одобренные Путиным Соединенными Штатами Америки. Но вот эти одобренные, санкционированные контакты с Лукашенко сегодня уже стали как бы личной гарантией для Лукашенко. И он продолжает эти контакты иметь и прислушиваться к ним. И поэтому я не думаю, что сегодня Белоруссия или Лукашенко пойдут на открытую агрессивную войну против Украины. Или позволят себя втянуть в эту войну. Вот, видимо, всякими возможными уговорами или же целесообразностью, нецелесообразностью, возможностями или невозможностями, что Белоруссия может, если вопрос станет война или мир Беларуси, Украины и России, то Белоруссия сама может оказаться в противовес России. Они могут занять совершенно другую позицию. Вот в этом контексте мог только Лукашенко говорить с Путиным.
опираясь и апеллируя к белорусскому народу, который не хочет и не будет воевать с Украиной. И в этом случае, если они будут втягивать этот народ в войну, то они потеряют лояльность этого народа по отношению и к России, и к тому, что сегодня происходит между Россией и Украиной. Я думаю, вот эти были конкретные доводы, которые мог приводить Лукашенко. А если Путин все же убедит Лукашенко, тот потеряет власть, как вы считаете? Я думаю, что да. Он потеряет власть, если он это сделает. И я не думаю, что Лукашенко... У Лукашенко выбор такой. Если он согласится, он теряет власть. Он теряет вообще влияние в Беларуси. Он становится виновным и становится частью той трагедии, в которой будет вовлечен Белоруссия и белорусский народ. Если он отказывается, он может лишиться под гарантией Соединенных Штатов Америки, он может лишиться только лишь кресла. А Путину ни в коем случае нельзя, чтобы Лукашенко уходил. И Лукашенко понимает себе цену. В данной ситуации Лукашенко нужен Путину даже в том случае, если он не будет открыто ввязываться в войну. Вот все те договоренности и те возможности, которые Лукашенко дает Путину сегодня, другой человек, который придет на место Лукашенко, может этого и не делать. И знаете, Путин очень осторожный человек в этих вещах. Вы обратите внимание, он за все эти 35 лет практически не менял даже свое окружение, которые вместе с ним пришли. Да, были какие-то рокировки, но каких-то очень явных, открытых перемещений или замещений этого не было. И поэтому он очень осторожный. И в этом случае я думаю, что Лукашенко очень хорошо изучил методы и тактику Путина. Он знает, что он нужен Путину. И он может сегодня сделать так, чтобы, сохранив за собой власть в Беларуси и в то же время отказаться ввязываться напрямую в войну с Украиной. Что он и делает.